Хочеш, ми будемо жити у місті маленьких принців, крихкий острівець відлуння в долині священих гір. Вільємось туди світанком, забудемо, що чужинці. Я кожен твій сон змалюю, за вітром пущу папір. Вільємось туди світанком, забудемо, що чужинці. Я кожен твій сон змалюю, за вітром пущу папір. Стареньке місто, де носять корони з квітів, де в кожного з немовлят власний вертлявий лист, де в небі завжди заграви, а люди людьми зігріті, де жовтий сліпий художник, а в березі грім актрис. Жовтий сліпий художник, а березень грим актрис. Ми мешкали б десь у центрі, знімали б на ніч корони, лишивши все земне в недрах своїх планет. Гудів би в дворі розарій, а в ньому жмірів мільйони, і так би почалася ера солодких твоїх тенет. Гудів би в дворі розарій, а в ньому жмірів мільйони, так би почалася ера солодких твоїх тенет. Хочеш, я залишуся в мережеві сонних вулиць, всміхнешся мені так диво, і тінь сколихне ліхтар. Ми просто принцеса, принц, уже імена забулись, а вдома троянди квітнуть, напившись вечірніх чарів. Ми просто принцеса, принц, уже імена забулись, а вдома троянди квітнуть, напившись вечірніх чар. Салям алейкум, в эфире программа «Джанлы Студио». Сегодня у нас в гостях украинская певица, режиссер, автор собственного музыкального проекта «Наослеп» Светлана Рыхлюк. Салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Как настроение? Потрясающее настроение, очень хорошее. О вас пишут, что вы автор музыкальных коктейлей.
Почему? И, может быть, это потому, что вы любите сочетать разные стили музыкальные? Дело в том, что когда меня спрашивают, в каком жанре вы поете, я не могу ответить на этот вопрос, поэтому журналисты говорят музыкальные коктейли. Я считаю, что мы пишем просто хорошую музыку, а в каком жанре она, это уже не имеет значения. Ну, это минимализм, это может быть что-то... Никакого минимализма не может быть. Это есть хорошая, приятная мелодия, приятная гармония. А уже аранжировка прочтения песни может быть разная. Сегодня мы исполняли в квартете музыку, а давеча пару дней назад это был огромный симфонический оркестр. Поэтому сказать, что это минимализм, это не минимализм совершенно. То есть вы не против экспериментов? Абсолютно, только за. Расскажите о своем проекте «Наослеп». Этот проект трансформировался с того, что было ранее. Скажем так, проект небольшой, ему всего лишь 1,5 года. Вот. Я не писала свои песни, скажем так, вернее, писала, но писала в стол. Никому их не показывала. Для себя. Ну, это что для себя. Музыканту, любому человеку, мне так кажется, страшно показывать свои композиции, когда у тебя есть внутренняя какая-то неуверенность в себе. Согласна, да. И вот Вячеслав Крученецкий, который сегодня на гитаре играет, он услышал мои произведения и сказал, что Света, ты обязательно должна их исполнять, обязательно должна показывать людям, не пиши это в стол, не храни это нигде у себя, это должно иметь, эта музыка должна иметь какое-то продолжение, должна иметь слушателя. Вот. Он мне это говорил регулярно, часто, с очень маленьким промежутком, поэтому... Вот сколько вам времени понадобилось для веры в себя? Сколько времени... От стола до сцены. Дело в том, что и сейчас у меня все время боязнь какая-то. А хорошо ли это? Воспримут ли люди эту песню? Потому что все-таки, как ни крути, художник, который пишет картину, он хочет, чтобы ее картина понравилась людям. Композитор, который пишет песню, он хочет, чтобы эту песню слушали. Да, он не просто пишет ее, потому что я себе взял, мне она пришла, вот как-то я себе ее написал. Нет, он пишет с целью, чтобы ее слушали все равно. Да, чтобы с надеждой, что она найдет своего слушателя и найдет то сердце, которое наполнится этой музыкой. Да? Вот. И здесь всегда присутствует какой-то страх, когда ты смотришь на других музыкантов, на каких-то, да, там, менее реализованных, и тебе кажется, что начинаются какие-то внутренние сомнения. Будет ли твоя музыка успешной? Понравится ли она? Потому что адекватно оценить себя сам ты не можешь. Только слушатель может сказать, хорошая твоя музыка или нет, по факту. Не музыкант с миллионом образованием, а слушатель. Лиш заплющив очі, я до тебе хочу в полоні, вже в полоні я. Замовляй скоріше, все, що думка пише, покірна, вже покірна я, обережно світло, уночі я звикла обіймати твою душу, потанцюй зі мною, танець над водою, бо я мушу вкрасти душу, я тінь твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене в життя своє, бери в полон, я згодна, я тінь твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене. Помандруй зі мною в невідомі далі, що побачив в моїх очах, не врятує, власне, від любові вчасно жодна спроба. Це наш спільний шлях, буде в кожній думці, бо ми ці безумці потонулі в солодких снах, у глибинах часу, непомітно вчасно, що це марево.
солодких снах. Я тінь твоя, твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене в життя своє, бери в полон, я згодна. Тінь твоя, твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене. Тінь твоя, твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене в життя своє, бери в полон, я згодна. Я тінь твоя, твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене. Тінь твоя, твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене в життя своє, бери в полон, я згодна. Я тінь твоя, твоя зоря, вогонь біля дороги, впусти мене. Проект трансформировался в зависимости от того, какая музыка писалась, приходила мне. А сегодня все услышат «Мисто маленьких принцев», в полоне. Это песни, которые были написаны в раннем периоде, когда мы еще не назывались проектом «На ослеп». Англоязычная музыка, она совершенно другая, в другом каком-то видении, да, с другой совершенно атмосферой. Это уже музыка проекта «На ослеп». И самое интересное, что песни украиноязычные, они все-таки близки людям, и мы продолжаем их петь, хотя активно готовим программу. Вы готовитесь к гастролями уехать? Не сколько гастролями, я хочу, есть планы такие грандиозные, я хочу к концу весны выпустить альбом с оркестром. Именно сейчас идет большая подготовка. Вот, очень много уже сделано. Это колоссальный, огромнейший труд, на самом деле. И это такой вызов себе, как музыканту, как творческому человеку, как композитору, да, как поэту, в конце концов. Вот. У вас есть еще один плюс огромнейший. Просто вы являетесь режиссером. Это вообще совершенно не касается музыки, честно Мне скажу, кажется, потому это что очень дополняет. Дополняет, но это параллельные какие-то вселенные совершенно. Музыка у меня другая, она трогательная, душевная. Там я открываю себя, свой внутренний мир в этой музыке, композициях. А человек-режиссер — это более жесткий человек, да, с определенным каким-то видением, с целями, с задачами, которые ставятся перед тобой. Их нужно выполнять. Здесь вот этих таких витиеватостей, таких душевных, трогательных моментов совершенно меньше. Ты здесь больше как организатор, как человек-руководитель в первую очередь, огромным коллективом. У тебя есть какое-то видение, твоя цель, задача. Вдохновить персонал, который с тобой работает, команду вдохновить и как-то вложить в их мозг, да, картинку, которую ты видишь своими глазами, чтобы они были рядышком с тобой, на одной волне. Это очень интересно, но все-таки музыкальная составляющая, музыкальная часть меня, она была рождена раньше, чем режиссер, и она особенно трепетная для меня.
ginger, 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 ginger. My life is like the strangest dream. The space islands can only breathe. I wonder who will find me out and tell me how I should start to live. So many wasted years I left behind. How many good ideas they killed inside. Now I can no excuse for losing time, but that's the goal of my life. That's the thing I can find. Escape the routine, the moments of my soul will have to find the sense of it all. I'm sorry, I can start it all. I sit alone and hear the call, and all the stars, the distant walls. And find the goal, find the goal, find the goal, find the goal. If I escape the routine, the moments of my soul will have to find the sense of it all. I'm sorry, I can start it all. I sit alone and I hear the call, and all the stars and distant walls. I'm find the goal, find the goal, find the goal, find the goal. Ginger, 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 ginger. Вот сегодня это импровизация чистой воды. Просто. Ну, мне кажется, это очень здорово. Это замечательно. Это непередаваемое ощущение. Такой импровизации не может быть в оркестровках. Есть четко нотная работа, да? А в акустическом звучании, когда все музыканты друг друга чувствуют, эта импровизация имеет смысл, место и ощущение. И практика показывает, что когда ты поешь заученные аранжировки изо дня в день, не меняя даже какие-то элементарные синкопы, в песне пропадает душа. Ты ее не можешь петь все время одинаково. А в акустическом звучании это вот есть в этом своя изюминка, вот какой-то такой момент, когда вы начинаете экспериментировать онлайн сразу во время песни. И даже местами сегодня были изменены гармонии прямо на ходу. И я слышу это, что у меня клавишник играет другую гармонию, при этом его чувствуют, просто чувствуют гитарист и басист одновременно. И даже не видят, что они играют. Они чувствуют, что он сейчас сыграет этот аккорд, а не тот, который был написан в оригинале. Ловят это на ходу. Штук, все, это звучит, это интересно. В этом есть какой-то шарм и магия, да, магия игры в коллективе.
You know the portrait in the moon, so tell me who it's like. The very broad is to be nice, and fuck for secret sake. The very bottom of the cheek, the berries in the chin. But each smile since we met is long, the patience intervene. You left me dreaming about your smile and magic of your eyes. You're my light on moonlit night, my secret, my legacy of love. When moon is full, it's you I say. My lips just called the name. When crushing you, I want and hold my daddy golden same. And when some night rose ocean glows, could you wait for me? And it is easier than the other thumb that glazes holiday. You left me dreaming about your smile and magic of your eyes. You're the light on moonlit night, my secret, my legacy of love. My secret, my legacy of love. You know the portrait in the moon, so tell me if it's like. The very broad is to be nice, and the fuck for secret sake. The very bottom of the cheek, the berries in the chin. But each small since we might is on, and fashions intervene. You left me dreaming about your smile and magic of your eyes. You're the light on moonlit night, my secret, my legacy of love. My secret, my legacy of love. My secret, my legacy of Вы на тех концертах, которые вы сами организовываете и режиссируете, вы на них не выступаете. А значит В ли это, большинстве что случаев, да. вы отдаете предпочтение режиссуре? Расскажу одно. Невозможно одновременно находиться на двух стульях. Невозможно просто. Потому что если ты режиссер, ты находишься в режиссерской рубке, у тебя есть определенные цели и задачи, которые нужно выполнять. Музыкант должен помнить одно, ему нужно выйти к людям, к зрителю и рассказать ту историю, которая есть в песне.
как можно, находясь в рубке, выбежать бегом на сцену, рассказать эту историю, спеть песню, и не просто пропеть себе нотки, да, а как-то дать эмоцию, это невозможно. Ты выбежал, ты что-то еще накраситься, как-то ощутить себя звездой, музыкантом, в конце концов. Вы хотите выступить на этом концерте или хотите вот все-таки принять участие Нет, как организатор? меня всегда спрашивают: Света, очень классный, крутой проект сейчас у тебя, почему ты песни свои на нем не поешь, в этом проекте не исполняешь? Это бывает регулярно, постоянно, на каждом проекте, на каждом. Невозможно, потому что ты занимаешься утром, ты монтируешь какие-то видео, еще графику на концерт, дописываешь сценарий, доделываешь какие-то правки, отправляешь какие-то релизы, отвечаешь на мобильные телефоны, там, звонки и так далее, и так далее. При этом у тебя нет времени красиво себя одеть, да, красиво себя почувствовать себя артистом, выйти на сцену. Нет, ты приходишь в шапочке смешной, накрашенный в очочках, так, и раздаешь команды. Ты сюда, здесь сюда, здесь сюда, здесь сюда, сюда, сюда. И ощущение на собственном концерте бросить свой штурвал, оставить просто, как куда поплывет твой корабль. Вот даже на эти 10-15 минут. Это есть какой-то, либо ты должна очень сильно доверять команде. Вы пока ей не доверяете? В зависимости от того, какие проекты. Вот последний проект, у меня было полное доверие команде, но все равно... Это тот грандиозный проект, о котором мы с вами оба думали. Новый Рик на Софии. Новый Рик, так. Да, Новый год на Софии, который у нас был в этом году, наша новогодняя елочка. Вот, и здесь команда просто, мы работаем очень долго друг с другом, 4 года. Люди не меняются практически. Здесь уже есть какой-то такой тандем хороший и полное доверие. Вот. Но все равно ты на посту, у тебя своя служба, и оставлять его чревато последствиями. You can see that you never deceive, and all the people you see, they believe that 'cause you shine like a star. Every day you just seek what you want to, pretty face with the soul of the monster, but you know up to you. Hear the back of why everything is up to you. You can bite, you can crash, you can kill me. Still I see it aside through the pillar that you can blow. I know that the world's full of nonsense, at the flowers as well, at the monsters live inside. All about everything that life is, everything is up to you.
А как общение с артистами разными, которые приходят, у каждого свои бывают эмоции, приносят, может быть, негатив и так далее. Как вы это все пропускаете ли через себя, либо просто отстраняетесь от этого? Как вы работаете с артистами? Скажу, что пропускаются все эмоции через себя всегда, негативные и позитивные абсолютно. Но какого-то такого сказать, что я вот стена, я кремень, я не подвластна, не поддаюсь. Может быть, там ты начинаешь включать в себя психолога какого-то, не реагировать на что-то, вести себя более как-то, скажем так, толерантно ко всему, но все равно у тебя внутренне как-то бурлит. Если, конечно, уже залазит на голову и свешивают ножки, ты уже реагируешь более остро на какую-то ту или иную ситуацию. Но в целом у нас очень позитивная обычно команда, и нет каких-то таких негативных эмоций. Вот. 19 концертов в этом году, В этом году, этот сезон нет, было, в этом да? году было 12. 12 Да, концертов. 12. Вот Это было такой ритм, просто за нереально прошлый год. сложно. Как выдерживает ваша семья? Моя семья местами обижается на меня, потому что все праздники я провожу не с ними, и они ощущают нехватку моей какой-то любви и присутствия рядышком. Это есть, но они понимают прекрасно, что мама у них такая, и другой она не будет. Çok severim şu kırmızı altara başlı buğdaylı. Çok severim şu kırmızı altara başlı buğdaylı. Akşam yatsam, sabah dursam, güzelim seni oylarım. Спасибо большое, Светлана, за всю эту информацию, очень интересную и познавательную. Я вам очень благодарна, что вы сегодня пришли и подарили нам свою музыку. Мне было очень сегодня интересно с вами, честно, очень приятно. Зовите еще. До новых встреч. До новых встреч. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.